В 1816 году император Александр I назначает героя Отечественной войны 40-летнего генерала Алексея Петровича Ермолова губернатором Грузии. Ермолов получает огромнейшие полномочия. В ночь на 20 июля 1825 года горцы под предводительством Авка Казимулы штурмом взяли редут Мир Хаджи-Юрт и разрушили его. Из 181 защитника форта 98 были убиты, а 13 взяты в плен. В качестве богатого трофея чеченцы захватили пушку. В этот же день они осадили редут Гурзель и держали осаду 7 дней. 27 июля 1825 года Греков и его непосредственный начальник Лисанович отбросили осаждавших. На следующий день русские генералы задумали наказать чеченцев, пригласили в редут 300 мужчин из Аксая, намереваясь их арестовать. Лисанович стал их ругать по-чеченски и оскорблять, а под конец, угрожая наказать за измену, приказал им сдать свои кинжалы. Один из чеченцев по имени Хаджи Учар Якуб отказался сделать это. Греков вышел из себя, ударил его по лицу. В мгновение ока чеченец сразил кинжалом Грекова, еще 2 офицеров смертельно ранил Лисановича. Умирая, тот скомандовал солдатам перебить всех 300 чеченцев. Русское командование Чечни оказалось обезглавленным. Получив донесение еще не оправившийся после болезни, Ермолов тут же выехал из Тифлиса во Владикавказ. И здесь из-за усилившейся болезни он пробыл до конца года, по ходу дела занимаясь перестройкой линий, снося одну редуты и возводя другие. А восстание тем временем все разрастало. Чеченцы нападали на русские редуты и станицы, некоторые из них были захвачены. Наконец, в январе 1826 года Ермолов вышел в поход. В феврале, а потом еще раз в апреле он прошелся по восставшей Чечне вдоль и поперек. Ермолов применял тактику кнута и пряника. Наказывал взбунтовавшихся чеченцев, сжигал деревни, вырубал лес и стрелял повстанцев в перестрелках, которые ни разу не переросли в сражение, а порой пытались склонить их на свою сторону, проявляя удивительную снисходительность. Восстание в конце концов было подавлено часть заслугами Ермолова, часть из-за плохой организации самих восставших. Ермолов вернулся в Тифлис победителем и триумфатором, но триумф этот был последним в жизни Ермолова, так как в конце 1825 года умер прежний император Александр I и на престол взошел его брат Николай I, недолюбливающий кавказского наместника. Первый имам Дагестана Гази Мухаммед, известный в русских источниках как Гази Мулла или Гази Магомед, родился в начале 90-х годов 18-го столетия в ауле Гимры Аварского горного общества Койсубу. С ранних лет Гази Магомед проявил склонность к религии. Он учился у самых известных богословов Дагестана, таких как Саид Араканский, Джамалдин Казахумский и, наконец, Магомед Яракский. Последний был духовным лидером накшабандийского тариката, в котором вступил Гази Мухаммед. Яракский благословил Гази Мухаммеда распространять новое учение по Дагестану. Таким образом, объявленный первым имамом Дагестана, он начал свою религиозно-просветительскую деятельность. Он уже имел широкую известность, и даже один из дагестанских шамхалов, Мехти хан, позвал его прийти к нему и обучить шариата, его самого и народа. Гази Магомед откликнулся на эту просьбу только в 1829 году, после повторных приглашений шамхала. К тому времени у него были уже многочисленные последователи, как среди горных аварских обществ, так и среди равнинных калмыцких. Вначале он проповедовал идею, которую можно назвать пассивным сопротивлением. Теперь же, с подачи своего духовного наставника Магомеда Яракского, он решил, что шариат должен вводиться с силой, и таким путем объединить горцев для отпора царским войскам и местным дагестанским феодалам. В середине февраля 1830 года Гази Магомед вступил в переписку с правительницей Пахубеке, сторонницей Российской империи. Имам обратился к ханше с призывом присоединиться к его войску и порвать отношения с русскими. Не получив от нее положительного ответа, он вступил в ханство и осадил Ханза, однако безуспешно. 24 февраля 1830 года он потерпел поражение. Точно известно, что 1830 года в отряд Гази Магомеда начали вступать и чеченцы. У имама была даже чеченская делегация с просьбой прибыть в Чечню и начать распространение шариата. Известно, что имам не раз бывал в Чечне и призывал людей взяться за оружие против царизма и принятия шариата. Бана Гайтукаева родилась 23 февраля 1959 году в село Валерик Ачхой-Мартановского района. 1 сентября 1966 года она пошла в первый класс средней школы номер 1 в село Валерик. После окончания школы Бана работает в сельской библиотеке. В 1986 году Бана поступает на филологический факультет Государственного университета. После окончания вуза в 1991 году Бана остается работать в университете. С 1992 по 1993 года работает художественным редактором Государственного радиокомитете, а затем год в Доме детского творчества Ленинского района. Имя Баны Гайтукаевой хорошо знакомо любителям чеченской поэзии. Она рано начала писать стихи и рано ушла из жизни. В 35 лет Баны не стало.
Тем не менее, она оставила после себя яркий добрый свет. Еще при жизни в 1986 году ее произведения вошли в коллективный сборник стихов. Потом уже после смерти близкие друзья, собрав все строки ее творчества, когда-либо написанные ею, издали сборник стихов, назвав ее «Поэзией света», куда вошли не только стихи, но и проза. Известно, что поэтесса восхищалась творчеством Ахматовой и Цветаевой и очень многому у них научилась. Ей довелось сказать свое слово, и это поэтическое слово сразу дошло до читательских сердец и запомнилось навсегда. Гайтукаевой поэтессе верили ее произведения, вызывали у современников непосредственное сопереживание. Ее лучшее стихотворение – это лирический дневник автора и вместе с ним примечательная летопись жизни сердца в романтическую эпоху. 23 февраля 1964 года родился Башир Вараев, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, четырехкратный чемпион Европы, также серебряный призер чемпионата мира в 1987 году, бронзовый призер чемпионата мира 1989 в Белгороде и 1991 в Барселоне, чемпион игр доброй воли 1990 года в Сиэтле, США, победитель международных турниров категории А, обладатель кубков Венгрии, Будапешта, Австрии, Японии, Чехии, один из самых титулованных дзюдоистов советской школы, многократный чемпион Европы, призер чемпионата мира и Олимпийских игр. В настоящее время Башир Вараев является тренером сборной России по дзюдо. Ахмед Аталов родился 23 февраля 1961 года в городе Хасавюрт Дагестанской АСР. В Красноярском крае жил с 1983 по 1991 года. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе в весовой категории до 100 кг. Серебряный призер чемпионата СССР и Кубка мира. Победитель Кубка мира, двукратный чемпион мира абсолютной весовой категории. Чемпион СССР и чемпион России. Ахмед окончил факультет физического воспитания Карачаево-Черкесского пединститута в 1982 году. В 1989 году в швейцарском местечке Мартине прошел первый абсолютный чемпионат мира, в финале которого чеченец Ахмед Аталов победил иранца Салимани. Увы, этот турнир, как и прошедший год спустя абсолютный чемпионат Европы, так и остались единственными в своем роде. С 1990 года проживает в Москве.